Сергей, сегодня хотелось бы поговорить о таком заметном совпадении. Есть явление под названием литвинизм, а есть клуб Литвины. Однокоренные слова, мне кажется, да? И вместе с тем клуб Литвины не так известен, как само явление литвинизм, здесь в Литве, по крайней мере, не так на слуху, не так обсуждается. И вот прежде всего хотелось бы узнать, кто вы, что вы. Вы тренируете, как я понимаю, все-таки в первую очередь или даже только иностранных граждан. В вашем клубе они состоят, да? Это тренировки такого военно-тактического или военно-спортивного, так сказать, характера. Если я не прав, вы, пожалуйста, скажите, как оно на самом деле. И это происходит все в Литве, в стране НАТО, где есть собственная армия, и времена, в общем, как известно, тревожные, очень тревожные. Скажите, пожалуйста, вы спящая ячейка? Чья? Ну, я сразу начну с того, что ваше начало – это то, с чем нам приходится бороться. Вот это однокоренное слово «литвинизм» и «литвины» все воспринимают, что мы являемся разжигателями этой... Вот вы те самые и есть, да? Ну, да, люди так воспринимают. Отцы литвинизма. Да. Вот. На самом деле нет. При выборе названия мы, наоборот, к сожалению, оказалось, что наоборот, думали найти общие корни, найти общую историю с литовским народом. Тогда эта философия литвинизма была такая застывшая, наверное, никто про нее не думал, никто про нее не знал. Ну, наверняка кто-то знал, но не было ее. Вот. Ну, мы, получается, сорвали крышку, и все прямые или непрямые угрозы, провокации, фейки, они практически напрямую ассоциировались с нашим клубом. И в том числе лично со мной были несколько вбросов видео, которые были созданы на аккаунтах, подделанных под аккаунт моей дочки, с фотографиями моей дочки, имя моей дочки. Вот. Но все понимали, что это делают, понятно, не белорусы, а КГБ и ФСБ. Они очень удачно это прочувствовали, что это та тема, которая может всколыхнуть или вбить клин между белорусами и литовцами здесь, в Литве. Ну, приходится с ней бороться. Клуб основан был осенью 22 года. В принципе, это был как ответ на начало войны, да. Мы готовили и готовим, ну, даем, скажем так, базовые навыки в тактической и медицинской подготовке. Сейчас занятия проводятся немножко реже, на улице не совсем хорошо. Вот. Но тем не менее, у нас есть ребята, которые служат сейчас в Украине, у нас есть ребята, которые вернулись уже из Украины. К счастью, погибших среди коллектива клуба нету, но тот базовый уровень, который мы даем, не один раз мы слышали от украинских офицеров слова благодарности тем людям, которые приезжали туда, что они приезжают с какими-то уже базовыми пониманиями, базовыми знаниями, не абсолютно голые. Конечно, клуб создавался не только для такой войсковой милитарной штуки. Я сразу обращу внимание, что клуб – это официально зарегистрированная организация здесь, в Литве. Мы имеем свой счет, мы юридически зарегистрированы. Вот, и соблюдаем те законы, которые предписаны литовским законодательством, а также уставом, который мы имеем. То есть никаких нарушений в плане законов у нас нет. Мы не спящая ячейка какого-то там
Лукашенко или еще кого-нибудь, потому что процентов 90, если не 99 членов клуба – это все беженцы, политические беженцы. И враг, мы понимаем, у всех один – это режим Лукашенко и имперская Россия Путина. Ну, конечно, в первую очередь даже имперская Россия Путина, ну и его сатрап Лукашенко. Вот, поэтому никто не запрещает людям готовиться к, не дай боже, ситуации, которая может развернуться или здесь, в Литве, ну или вспыхнет где-то там на территории Беларуси. Белорусы второй раз щеку подставлять уже не будут и должны быть к этому готовы. Мы также в качестве своей одной из основных задач было это построение такого моста коммуникации между белорусами и литовцами, ну, на почве истории, на почве культуры, потому что мы жили в едином государстве долгие годы, и все уже говорят, наверное, об этом, что не было еще в истории войн между белорусами и Литвой, и я надеюсь, этого не будет. Вот, поэтому мы хотели бы укрепить это такое историческое взаимосотрудничество, там, и сотрудничество. Вот. У нас был подписан в 2023 году договор о сотрудничестве с клубом Путвинского из Каунаса. До этого мы проводили совместные мероприятия и на базе стрелков, и здесь, в Вильнюсе, и в Каунасе, увековечение белорусских добровольцев, которые погибли. Ну, было понимание общее абсолютное. И когда вот эту крышку сорвало, и все загорелись, заболели проблемой литвинизма, с нами просто категорически был расторгнут договор о сотрудничестве. Мне написали, что временно приостанавливаем сотрудничество. Ну, а друзья на личную почту написали, что Сергей, ты все понимаешь. Ну, да, я понимаю, но я никогда не высказывался негативно про Литву. Я уважительно отношусь к Литве, которая меня приняла, меня и мою семью, и моих друзей. Вот. Ну, приходится с этим считаться, приходится с этим бороться. Вот вы говорите, Литва вас приняла. В части клуба как принимает Литва? Может быть, вы сотрудничаете конкретно совершенно, текуще сотрудничаете с государственными структурами? Нет, к сожалению, сейчас мы не сотрудничаем абсолютно ни с кем. Мы даже не сотрудничаем ни с какими-то партиями или рухами, движениями, там, офисами белорусских демократических сил. Мы абсолютно автономная организация. Она разношерстная. Кто-то воспринимает адекватно там, политиков в Польше, кто-то политиков в Литве, я имею в виду про белорусских. Вот. Кто-то вообще говорит, что нам никто не нужен, есть у нас и анархисты в том числе. Ну, мы такой живой, нормальный срез белорусского общества, которое находится здесь в эмиграции, вынужденной эмиграции. Для Литвы в чем есть или может быть миссия? Это, кстати говоря, коронный вопрос к иммигрантам, вообще к диаспоре, любая диаспора, которая проживает здесь, в Литве, со стороны литовского политического класса. В чем ваша миссия? Простой, доброжелательный вопрос. Знаете, наверное, хотелось бы, но это ж мои хотелки, как бы это такое. Хотелось бы, чтобы Литва стояла в голове нормального давления на режим Лукашенко. Я надеюсь, что Литва сохранит свою позицию, которая она была жесткой и однозначной к режиму. Это экономическое давление, санкционное давление. Но и хотелось бы, чтобы они не видели в нас врагов, а понимали, что если, не дай бог, случится что-то плохое здесь, на территории Литвы, то мы готовы помочь Литве, белорусы готовы помочь Литве. И мы это не один раз говорили, даже в том договоре, про который я упоминал с клубом Путинского, мы настаивали, чтобы включили в этот договор, что в случае войны мы готовы помогать Литве. Но нам говорят, нет, такое нельзя.
и пытаются приравнять белорусов к русским, к имперцам. Ну, хотя это абсолютно разное. Понятно, есть категории белорусов тоже здесь, в Литве, разные. Есть вынужденная миграция, а есть те, которые сюда приезжают поработать на работу. Все люди. Но жизнь не мед, и мы тут не в молоке купаемся. Поэтому я бы хотел, чтобы Литва слышала белорусов и понимала белорусов. Это, кстати, одна из основных задач, которые я ставил и ставлю для себя, чтобы белорусы и литовцы нашли общий язык. И вот этот литвинизм, он как раз-таки категорически этому препятствует. Просто категорически. Бывали случаи, когда на темы, которые могли бы быть общими, это, к примеру, тема помощи добровольцам, она болит и литовцам, она болит и белорусам, могли бы быть общие и идти навстречу, поддерживать один другого, потому что я знаю, что и белорусские, и литовские добровольцы абсолютно одинаковые проблемы. Более того, они дружны, насколько Они я знаю. дружны, да. Но бывало, доходило до ситуации, мне таки говорят, что Сергей, я понимаю, но я не могу иметь прямые контакты с тобой. Я тебя поддерживаю, но я не могу иметь прямые контакты с тобой, мне запрещено. Это не здорово. Ну вот сейчас мне бы хотелось поговорить о том, из-за чего, возможно, такая осторожность или отчужденность. Заметно свойство белорусской иммиграции здесь, в Литве, не знаю, как в Польше, но это такая молчаливость. Даже тогда, когда возникают прямые высказывания, любые, неважно какие, так сказать, добрые или озабоченные чем-то, настороженные или хмурые, да, может быть, подозрения в чем-то, все равно обычно со стороны белорусской диаспоры тишина. Или какие-то слабые такие, мало о чем говорящие, так сказать, официальные, может быть, заявления офиса, но и то это очень редко. В чем причина такого странного свойства? Странного, так сказать, для Европы, по крайней мере. Я могу с уверенностью говорить про свой коллектив. Сложилось так, что и на работе, и в обыденной жизни мы вращаемся где-то рядом. То есть это коллектив не просто как юридическая организация, это коллектив однодумцев, друзей. Однодумцы – это единомышленники. Единомышленников, друзей. И мы раньше были максимально активными в плане поддержки, даже публичной, показывали участвовали в государственных, негосударственных мероприятиях Литвы или которые проводила Украина. Мы максимально там были. Были года, когда мы держали два флага одновременно, белорусский и литовский, и стояли на официальных государственных мероприятиях. А сейчас не можем туда прийти. Не можем, потому что мы являемся организацией, которая, прямо говорят, вы токсичные. Сергей, вы токсичные, с вами нельзя разговаривать. И, соответственно, когда мы говорим про клуб, то нас просто вырезали с повестки. Почему это вы говорите про диаспору, всю остальную? Я, наверное, где-то местами понимаю, что людей заедает, психологически заедает, то есть выгорают, максимально выгорают. Это тяжело держаться в напряжении столько лет, постоянно думать о том, что мы здесь не на постоянно, а наша цель – это вернуться в Беларусь. И к этому постоянно идти, а идешь это не обычная работа, на которую ты пришел, и как КГБ делают работу, им за это деньги платят. Здесь это приходится до вечера ты на стройке, а вечером домой приходишь и занимаешься гражданской деятельностью, общественной деятельностью. И людям тяжело. Мало того, они в первую очередь, как в этой пирамиде Маслоу, они должны закрыть свою базовую потребность. Базовая потребность – это средство к существованию. Люди, насколько я знаю, почти все белорусы, они от зарплаты до зарплаты, здесь никто не жирует. Поэтому, все говорит про то, что не обеспечивший вот этот фундамент
двигаться куда-то дальше, это должны быть люди, которые очень сильно мотивированы, которым бы очень сильно болело здесь. И таких людей все меньше и меньше. Даже в своем коллективе я про это говорю, что их меньше и меньше, хоть и достаточное количество. Но это правда жизни. Это такой, может быть, наивный вопрос, но тем не менее. Вот этот офис Светланы Тихановской, который сейчас даже разрастается, аж на 2 столицы становится, Вильнюс и Я бы не Варшава. называл, что он разрастается. Но выглядит так. И Да. здесь он теперь, и там он, Варшаве. Вот. И здесь вопрос, он не может говорить, не имеет голос, который помог бы вам и от имени вас? Часто бывало так, когда какое-то пытание, вопрос возникает, и он становится ребром или там очередной вброс какой-нибудь, который там против нас, против белорусов. Я не говорю, что литвины – это значит литвинисты. Нет. Я говорю, что нас очень часто ассоциируют с этой штукой. Я не единожды ходил к офису, к представителям офиса и просто криком кричал, говорю, не молчите, давайте что-то делать. Литовские друзья готовы помогать, готовы помочь, готовы услышать. Я говорю, давайте делать, давайте с этим литвинизмом покончим раз и навсегда. Неформально, высказавшись там когда-то на мероприятии, что мы там осуждаем, а проведем слушание, встретимся с литовскими, с белорусскими, польскими там, историками, научными деятелями, поговорим. Я понимаю, что историю, она не бывает одинаково ровненькая. Я понимаю, что для кого-то это будет своя сторона медали, для кого-то своя и так далее. Но мы должны поставить красные флажки и говорить, что Вильнюс был и будет литовским. Все. И нельзя воспринимать нормально людей, которые говорят где-то, честно, я такого не слышал, где-то говорят Вильня наша. Я не слышал среди белорусов этого. Но говорят, такие люди есть. Я знаю людей, которые говорят Литува, литувисы. И я каждый раз, когда это слышу, я просто звоню напрямую и говорю, слушай, брось ерундой заниматься. Ты сейчас в Польше, герой, приезжаешь сюда, ты говоришь, литовцы, Литва, но с Польши ты кричишь, Литува, литувисы. Зачем это делается? Это слышно здесь, да. Да. К офису я обращался не раз. Там просто и говорят, Сергей, ты же понимаешь, мы не хотим этому вопросу придавать политическую огласку, политический вес. Мы не можем. И в конечном итоге все свелось к тому, что офис как таковой для нашей организации и для круга людей, с которыми знаком, даже не в организации, я их для себя просто вычеркнул, потому что, к великому сожалению, Литва смотрит через них, и так и говорят, что а что скажет офис, а что говорил офис, а как отреагирует офис. То есть вы сначала их спросите, а потом будем что-нибудь делать. А они ничего не говорят, они ничего не делают. И мы остаемся просто как заложниками ситуации. Как-то так, поэтому, уезжают они, уезжают. Нам они Ничего не хуже. Да, абсолютно. Мы никак с ними не коммуницировали. Скажите, пожалуйста, Вильнюс или Вильня? Вы сейчас где? Вы в Великой Беларуси или в Литовской Республике? Нет. Не, мы находимся в Литве. В Литве это столица, Вильнюс столица Литвы, и тут никакие переделы в 21 веке это только умалишенные и, я не знаю, диктаторы, просто нехорошие люди могут только думать о том, чтобы поменять границы и сказать, что это русская земля, или как некоторые из-за океана говорят, что Гренландия наша. Это не средневековье, поэтому белорусы уважали и уважают территориальную целостность границ, которые установлены сейчас. Все. И нечего тут даже. В эмблеме вашего клуба погоня или по-литовски «Витязь». Да. И ведь литовская сторона и политический класс просит
не использовать историю в политических целях. Вот как понимать, тем не менее, присутствие у вас этого символа, да, что он значит? Это политическое значение или какое-то еще, может быть, для вашего клуба? Нет, не политическое. Знаете, для белорусов национально ориентированных погоня – это ну, такая сакральная вещь. Это она и в стихах, она и в песнях. Поэтому, ну, возможно, мы придем к тому, что академики скажут или историки скажут, блин, ну это все. Белорусы, забудьте, погони у вас нету. Я думаю, что это вряд ли возможно. Мы ж не называем ее Витязь, мы ее называем погоня. Это как в истории раньше было погонь, по-моему, правильное ее название, что-то такое. Вот. Но тем не менее. Нет, это скорее такой маркер, про который я говорил вначале, что мы думали найти общие корни, понимание с литовцами, думали, что это то, что может объединять. Я сюда приехал, я в Вильнюсе, это был один раз в 2013 году на концерте, и все на этом. И я не знал, чем дышит государство. У нас не было на момент создания организации, у нас не было консультантов. У нас не было литовцев, которые бы сказали, блин, ребята, не делайте так. Ну, это может быть токсично, это может быть плохо. Мы идем своей дорогой, идем с поднятой головой, и ее, ну, как бы, глаза не прячем. Как оно есть, так оно есть. Сейчас из уважения к Литве и дабы самим инициировать эти процессы, чтобы, возможно, это даст какой-то там штуршок, толчок, дополнительный белорусским политикам, так называемым политикам, я их уже называю так называемые, мы клубом приняли решение, что меняем назву Литвины на другое название, чтобы нас по этому названию никак, даже при всем желании, не могли ассоциировать с распаливателями этой вражеской философии. Мы ее не поддерживаем. Ну, как бы, и если это является для некоторых, как мне сказали, особо чувствительных литовцев, если это является таким дополнительным триггером, мы готовы идти навстречу, и я сказал, что мы меняем это название, и клуба Литвины, я думаю, что в ближайший месяц как такового названия не будет. Официально мы его перерегистрируем, еще название не определили. Возможно, я не прав, но, как я понимаю, с ваших слов, погоня, как эмблема вашего клуба, это скорее историко-культурный символ, Да, знак. да. Я не подсказываю сейчас ответ, я просто делюсь своим пониманием. Просто навстречу вам звучит предложение или инициатива не использовать в политических целях этот знак. И, может быть, когда появились вот эти паспорта, помните, белорусские, да, в изгнании, Да. то паспорта – это уже другое совсем. Знаете, мы никогда не думали заниматься политикой, но политика пришла к нам самим. И в том числе из-за вот этого давления, постоянного давления. Я общаюсь с политиками, бывает, мне в открытую говорят, что Сергей, ну, блин, ну, поменяйтесь, немножко поменяйтесь, повернитесь, услышьте литовцев. И я говорю, что литовцы должны услышать белорусов, а белорусы должны услышать литовцев. И если это триггерит, кого-то триггерит, если это мешает идти вперед и делать то, что нам нужно, а сейчас у нас вот так проблем, сейчас у нас вот так задач, ну, то мы готовы поступиться этим названием, хотя это решение в клубе было поддержано не единогласно, я вам сразу скажу. Ну, большое количество, не называю цифры. Мы готовы этим поступиться, потому что не это главное, не главное в названии, в организации это их название, а главное то, к чему мы идем и как мы идем.
Ну и поэтому мы бы хотели, чтобы литовцы, литовское общество приняло это нормально, не воспринимало как сдачу какую-то там, шаг назад или еще что-то. Это просто, ну, дань уважения. Мы не хотим иметь никакую прямую или ускосную, косвенную ассоциацию с этим литвинизмом. В самом клубе вы ведете какие-то разговоры или, может быть, даже просветительские беседы на тему, что такое литвинизм, как к нему относиться? И, может быть, даже существует какая-то фильтрация при приеме в клуб или внутри него? Нет, фильтрации нету, но была идея подсказать департаменту миграции, чтобы на входе проверяли не только чей Крым, а и чья Вильня для белорусов. Ну, как бы, пока еще письмо не подготовили, но идея такая была. Конечно, коммуницируем, но я, как и говорил раньше, ну, нет у нас такого, чья Вильня, как там границы проходили. Ну, это все надутое, Ну, так надуманное. мы в Вильне или в Вильнюсе? Я привык просто, я говорю, я в штодневном, повседневном жизнедеятельности, повседневной жизни я разговариваю на белорусском, поэтому меня уже Вильня, Вильня, Вильня. Ну, на белорусском Вильня, Ковна, поэтому я как бы говорю Вильня. Так по-русски это, да, это Вильнюс. Ну и по-литовски вообще тоже. Ну да, да. Существует ли какая-то другая, я бы сказал, правильная Литва? Это не я так говорю, а я повторяю, в общем, тех, кто ратует за Великую Беларусь и с небольшим кусочком где-то там наверху в Жемайтии для литовцев. Есть ли правильная Литва, или точнее правильная Беларусь, включая нынешнюю, так сказать, Литву? Я скажу, не скрывая, среди белорусов есть люди, которые, да, они есть, которые говорят, что и Белосток, это когда-то была территория Беларуси, и Смоленск, там это Усатый говорил, что территория Беларуси. Ну, есть они. Ну, я говорю, я их одергиваю. Как могу, я их одергиваю. И про это говорю, что, ребята, остановитесь. Ну, плохая ассоциация, остановитесь. Но, тем не менее. Границы, признанные после там, Второй мировой войны, или там 91-го года, они неделимы. И про это, ну, я не знаю, ну, правда, возможно, даже в Беларуси, внутри Беларуси никто про это не марит, не мечтает. Это удачная, максимально удачная спецоперация двух служб, двух стран, черт, я извиняюсь. Не знаю. Ну, Литва, она и есть Литва. Даже вот с тем маленьким аппендиксом, который там врезается в территорию Беларуси, я не знаю, как этот островочек называется, такой маленький. Да-да-да, но это советские выкрутасы, Ну, да. да. Это так после Я Второй помню, войны, да. помню эту историю, когда в паспорте нарисовали, когда этого кусочка земли не было, и был большой шум. Я тогда прихожу, ну не прихожу, там через коммуникацию в офис говорю, блин, вы сами себе копаете яму, что вы делаете? Мы уже прореагировали на это. Ну, им это не болит, они сбоку находятся, им это не важно. Они не ощущают то, что литовцам границы, культура, язык, для них это, ну, это фундамент. Для офиса это не важно. Они вот, у них Брюссель, там еще какая-нибудь штука. Не хочу ругаться. Будьте добры, найдите, пожалуйста, сейчас слова, которые очень просто, очень ясно объясняют, кто вы есть. В ситуации, когда вокруг вот этот вот негативный шум, когда действительно есть недоверие, с одной стороны, с литовской, но оно потому, что в белорусской среде действительно есть разговоры о Великой Беларуси, о Вильне нашей, и о том, сколько земли оставить литовцам. Это ужасно сейчас звучит. У меня, на самом деле, язык с трудом поворачивается это все произносить. Да? Какой-то простой ответ, простой рецепт мужской, боевой на это, на все. Знаете,
Когда началась война в 22 году, мне мой близкий человек, ну, я потерял контакт, потерял связь. Мне мой близкий человек, наверное, через неделю после начала войны, оттуда прислал кружочек и говорит, что я здесь. И он не один был. Вы думаете, что белорусы, которые там спящей ячейкой являются здесь, они поехали сражаться с империей? Да никогда. Да они подсюда рыли, грызли землю, подкопы делали, там что угодно, я не знаю, как ерундой занимались. Да никогда. Я повторюсь, что и сейчас члены клуба воюют, и члены клуба достаточное количество отвоевали. Воевали с империей, воевали с сатрапом Лукашенко. Как можно так вот брать и равнять? Ну, у меня в голове не укладывается, как такое возможно. Борешься с одним, борешься с другим и борешься с третьим. Так а ты за кого борешься? Поэтому все говорили раньше, что победа в Украине – это полшага для белорусов, потому что наша война не закончится. Но она ж не здесь, я надеюсь, будет, а она будет на территории Беларуси. Не хотелось бы этого. Правда, не хотелось бы. Но, блин, у меня родители там. Кто-то родителей потерял, даже не имея возможность туда приехать, чтобы похоронить отца. И эта спящая ячейка белорусская здесь? Вы правда про это? Нет? Ну, как бы так. Мне эта тема больная, блин, я вот вам сейчас рассказываю, у меня слезу вышибло нафиг. Ну, нет, ну это просто невозможно.